Почему Артем все время недооценивает риски интеграции? Сперва говорил, что Лукашенко ничего не подпишет, а когда все подписано, говорит, что Лукашенко подписал пустые бумажки, даже не зная, о чем в них. Ну вот такое пытанне, як бы мовіць, подвядзення вынікаў года с прогнозами наконт магчымай интеграции от Артема Шрайбмана. Да, я давно занимаю эту позицию, что, мне кажется, хайп по поводу именно вот двусторонней интеграции, он преувеличен. То есть при этом важно различать, я сразу же сделаю эту оговорку, я ее уже сделал сегодня, делал много раз в эфирах. Привязывание Беларуси к России происходит. Оно происходит поэтапно в разных областях. В дипломатической Беларусь отказалась от непризнания Крыма российским и так далее. По сути, закончился Минский процесс в Минске. И так далее, да, то есть в военном смысле размещение новых российских вооружений и учебно-боевых центров, в экономическом смысле, когда белорусский экспорт переориентируется либо на Россию, либо на российские порты и прочую российскую логистику. Я думаю, что этого будет даже больше по мере ужесточения санкций против Минска, потому что если наложить санкции, например, на банки, то там на финансовый сектор, то для многих из них Россия может стать единственным, что называется, окном в мир, да. А если там отключат условно когда-нибудь Беларусь от SWIFT, то понятное дело, что итогом станет переключение на российский аналог. И просто все транзакции будут идти через российские банки. Поэтому этот процесс идет. Когда я говорю, что я скептичен по поводу интеграции в союзном государстве, я говорю вот именно об этих дорожных картах. Я их не видел, безусловно. Я видел только там парочку из них, которые сливались в телеграм-каналах их тексты. Причем непонятно, это были итоговые версии или не итоговые версии. Но из того, что мы видели, прописанного в кратком резюме, которое опубликовало правительство России, в этих дорожных картах нет ни жестких сроков исполнения, большинство из них растянуты. Там, где эти сроки есть, речь идет о годах, то есть там 2-3 года от настоящего времени, и обычно это договоренность о том, чтобы к этому сроку прийти к новой договоренности. То есть, условно говоря, там, к концу 2023 года родить какую-то концепцию общего рынка газа. Ну, напомню, что у нас к 2024 году должен заработать единый рынок газа в Евразийском Союзе. И то есть, по сути, ничего союзное государство сюда не добавляет. А с остальными сферами там просто размытая такая, о чем я говорил, такая словесная эквилибристика на тему гармонизации, общих подходов, сближения, где нет ничего того, что Беларусь, даже Лукашенко, даже зависящий полностью от России Лукашенко не мог бы затягивать годами. Поэтому просто когда мы смотрим в эту сторону, если мы смотрим с точки зрения опасений за независимость Беларуси, мне кажется, мы смотрим не туда, а смотреть надо на самом деле на другие рычаги, которыми Россия усиливает свой контроль. Да пытання украінскай місіі Пуціна. Шмат размоваў і да гэтага часу такого чакання з хваляваннем, будзе вайна, не будзе вайна. Все ж таки ваше меркаванне, вось гэтае чаканне са перасцярогамі магчымай вайны мы перанясем і ў 22 год, і наколькі все ж таки рэальна, што Ох, это очень сложный вопрос, Дмитрий. Я не знаю, я вижу у меня какие-то помехи со связью, я не уверен, что меня хорошо слышно, но надеюсь, что хорошо. Не, все нормально. Хорошо. Смотрите, я думаю, что вот тут ультиматум, или как это назвать, предложение российского МИДа, которое они выставила Москва, НАТО со странами Восточной Европы, уменьшить свое присутствие в регионе, не будет разворачивать новых вооружений и так далее. И это сделано таким образом, да, это объявлено таким образом, чтобы ни у НАТО не было возможности серьезно уступить на такие требования, потому что они слишком унизительные. Но никто не будет переписывать устав НАТО, чтобы Россию порадовать, да. И Россия их опубликовала таким образом, чтобы и у самой Москвы не было серьезного пути для отступления. То есть вот это очень принципиальная штука. Москва говорит о том, что вот либо так, либо никак, да, она сама принципиально, публикуя эти документы, абсолютно беспрецедентная практика в дипломатии обсуждения каких-то договоров, публиковать свой проект еще до переговоров. Она как бы говорит, что мы вот с этого не отступим, вы должны это видеть, да. И таким образом все аналитики в сфере международных отношений, геополитики, я к ним себя не отношу, я скорее здесь просто цитирую чужие выводы, все они приходят к мнению о том, что ну, значит, цель Москвы не в том, чтобы подписать такой договор, да, а цель Москвы в том, чтобы воспользоваться предсказуемым отказом Запада это обсуждать, чтобы сделать что-то другое, да, чтобы
каким-то образом дестабилизировать еще раз Украину, имея как бы легитимный повод на это с точки зрения российского электората. Вот нам отказали обсуждать договор, поэтому мы теперь действуем другими методами. Вот все сейчас боятся того, какая же конкретная вот этот план «Б» у России, к которому все идет. И поэтому Запад сейчас пытается Россию каким-то образом все-таки втянуть в такие, не знаю, в такую переговорную трясину, да, как бы мы сейчас начнем обсуждать, все деэскалируется, забудется, потихонечку отступим от этих всех напряженностей, и поэтому в январе назначены переговоры, и вот попытка будет такая, да, то есть ничего России не уступить, но по факту просто чтобы она отошла от сегодняшней вот такой фазы напряженности. Хватит ли Москве этого? Не уверен, потому что слишком высоко они подняли ставки. И поэтому какая-то эскалация в регионе, она абсолютно возможна. Да? И она может быть прямой, российско-украинской, то есть просто эскалация на Донбассе, не обязательно прямо руками России, можно это сделать руками сепаратистов, либо она может быть и в том числе используя и Беларусь, да, потому что не обязательно оккупировать страну, можно начать бряцать оружием на территории Беларуси, можно размещать на ней новые вооружения, какие-то серьезные, да, не просто там пара истребителей, а Искандеры действительно поставить, или какие-то полувоенные, там, военные базы, или что-то на них похожее, типа этих учебно-боевых центров, разместить больше войск, разместить их на постоянной основе, проводить постоянные провокационные учения у границ. То есть можно придумать множество вариантов, как использовать изменившегося Лукашенко, да, Лукашенко, который теперь стал абсолютно податливым, и который сам иногда просит этой эскалации, типа разместите у меня ядерное оружие. Можно это использовать для Москвы, чтобы дальше так вот пугать, что ли, Запад, да, пытаться заставить там Запад моргнуть первым. И я вполне считаю, что такой сценарий вполне возможен сейчас, потому что не кажется, что Москва готовится к тому, чтобы таким образом, обострив обстановку, взять и потом просто сказать, ладно, ребят, мы блефовали на самом деле, мы согласны просто с вами пообщаться, ничего не получить из нашего общения и разойтись по домам. Это не выглядит так сейчас. Увогуле, што датычна Беларусі ты пачуў ад Пуціна падчас этой прэс-канферэнцыі і высновы з гэтага? Вот был вопрос по Беларуси, был ответ по Беларуси. Вопрос был, что там с этими дорожными картами, почему ничего не движется. Примерно такой был его лейтмотив. И Путин скорее оправдывался. Он не то, чтобы он говорил какими-то враждебными для Минска тезисами. Да? Он говорил о том, что у нас интеграция послабее, чем в Евросоюзе, что да, рано или поздно мы можем прийти к единой валюте, но пока мы занимаемся синхронизацией в налогах, в таможне и во всем остальном. Причем он сказал слово «синхронизация», тоже такой еще один из этих вот абстрактных жаргонизмов таких бюрократических, которыми, видимо, полны эти дорожные карты, о гармонизации, синхронизации, приходу к общим рынкам, к общим принципам. То есть ничего, чтобы вот имело конкретное такое международно признанное понимание, да, где бы все понимали, о чем идет речь. Да. Хотя бы слово «унификация» уже было бы более понятно. А они вот танцуют с такими терминами, которые можно трактовать бесконечно с двух сторон по-разному. И это мне намекает на то, что просто сейчас не приоритет для Путина, особенно в нашем регионе, как-то форсировать вот эту вот интеграцию в рамках именно союзного государства. То есть тут важно различать. Одно дело привязывать Лукашенко другими рычагами, военными, экономическими и так далее. А другое дело развивать вот этот вот вялотекущий, многолетний процесс, который даже старше президента Путина, да, как президента я имею в виду. То есть он начался еще до него. И кажется, что в этой сфере Путин многого не ждет. Да? По крайней мере, он не ждет многого вот прямо сейчас, в обозримом будущем. И поэтому его ответ был довольно коротким и довольно, таким дежурным, что ли. Да? Он был дежурным по белорусской теме, он повторил то, что он говорил много раз. А вот когда он говорил об Украине, когда он заводился, прям было видно, что это единственная тема, которая сейчас его интересует, потому что это часть его миссии, его большого противостояния с Западом. Я согласен, что он рассматривает Беларусь и Украину похоже, да, как неких таких историческое недоразумение в том, что они стали независимыми государствами, да, в глазах Путина. Но отношение к двум странам сейчас принципиально разное, потому что Украина оппонирует России, украинское руководство – это, по сути, такой региональный враг России, да, и поэтому ее принуждают к чему-то, наказывают, пытаются испортить жизнь, дестабилизировать и так далее, рассматривают как поле противостояния с Западом. А Беларусь все-таки союзница, да, при Лукашенко. И поэтому все-таки к Беларуси Путин относится как к стране, как к государству сейчас со своей, что называется, более доброй стороны. Да.